когда вы выбираете себе мечту или цель, преданно верить в эту мечту, что это Богом дано. Просто преданно верить. И потом быть преданным своему выбору. Я повторю, быть преданным своему выбору и не сдаваться. По пути будут ошибки, по пути будут неполадки, по пути будет трудно. Но помните, что успех похоже золото, которое надо копать, как жемчужина, которую надо под океаном поднимать, как нефть, которую надо копать. Ничего ценного на поверхности нету. Любой успех, любой именно видающий успех, его надо докопаться до него. Пожалуйста, внимание обратите. Это похоже на это. Надо докопаться до него. Надо очень глубоко докопаться. Легко не удается. Ничего ценного в этом мире легко не удается. Не верьте в это. Это действительно так. Но когда ты не сдаешься, докопаешься, дойдешь до конца, ты реальные результаты добываешься. Реальные результаты. Каждый раз убеждаюсь в этом. Постоянно убеждаюсь об этом. Сейчас изучаю миллиардные компании, как стали миллиардером. Вот это Standard Oil изучал, Рокфеллер. И вы знаете, когда они в Саудовской Аравии начали прийти, 3 года все искали, не нашли нефти. И все бросили, ушли. И эта компания была с этим шейхом, который этот в Саудовской Аравии, была еще договоренность, что он дает ему лицензию от поиска нефти только в том условии, если он дополнительно просто колодец для воды для народа копает. Он везде копал, 3 года не нашли нефть. Руки отмывались, сказали, все, уйдем. Все, уйдем, ничего нету. А потом, поскольку надо было по условию договора, то есть у них было контракт разрешено, чтобы он поиск нефти занимался. И тогда один из его пунктов был, что воду, копать просто питьевую воду. Когда уже 3 года искали, не нашли нефть, собирались уехать. И в этот момент в Бахрайне компания Shell есть. Он нашел, оказывается, нефть. И они поехали туда, посмотрели несколько вещей, чтобы раскладка земли видеть. Ну, уже отчаявшие хотели собраться уехать. Когда вернулись, это шейх Арабской Сауды говорит им, но вы же меня обещали, что по условию контракта, что бурите воду. Они пошли бурить воду. А чтобы бурить воду, внимание обратите, просто приблизительно. Пошли, там был один, этот, как называется этот, где раньше этот колодец. Пошли туда один колодец, который раньше эти караваны просто пили воду, но она уже высохшая была. Заброшенный, высохший колодец, но он был очень глубоко, и были маленькие, вот это, типа это, как называется, которые в горах делятся, маленькие дорожки, как их называют? Тропинки. И чтобы верблюды спустились туда вот так, туда на этот колодец. Но она была высохшая. Просто они пошли туда анализировать, можно ли туда воду копать заново. И когда спускается за водой, попытается воду, и вдруг видит расклад земли. Похож на те слои, которые Бахрайн. Обычно земля слоями двигает. А, значит, под него есть. Заново возобновили, начали копать и нашли огромные нефти. И с того дня до сегодняшнего дня. Тогда в тот момент президент Америки написал, что Саудовская Аравия самая политическая земля для Америки. И с того дня так и получилось. С того дня так и получилось. С того дня, потому что они управляли всем нефтом, который в этом регионе. А нефть управлял миром. Потому что все связано с нефтью, транспортировка, доставка, все же нефтом, все продукты питания, все подорожает. Это все взаимосвязано. Что, почему этот пример вам рассказал? Копать. Очередной раз. Не останавливайся. Не останавливайтесь. О, вы знаете, другие компании бросили, ушли. А вот эта компания, смотрите, 2 урока можно брать из этого примера. Первый урок. Он просто не сдавался, продолжал. А второе, он начал что-то делать для народа. Кто начал понимать? Причина стала поиск воды.
Кто меня понял? Именно причина стала поиск воды. И когда они это делали, они пришли, возобновили свой контракт, а поиск нефти заново. Другие компании бросили, ушли. Они много денег потратили, бросили, ушли. А Стандарт Ойл нет. И он стал самым гигантом тут. Он и так был в территории Америки, и так, но тут еще потом стал самым большой гигантом. Это пример, сильный пример, что никогда не надо останавливаться, сдаваться, только потому, что не все идеально. Надо продолжать. Нужно, когда вы выбираете себе мечту или цель, преданно верить в эту мечту, что это Богом дано. Просто преданно верить. И потом быть преданным своему выбору. Я повторю, быть преданным своему выбору и не сдаваться. По пути будут ошибки, по пути будут неполадки, по пути будет трудно. Но помните, что успех похоже золото, которое надо копать, как жемчужина, которую надо под океаном поднимать, как нефть, которую надо копать. Ничего ценного на поверхности нету. Любой успех, любой именно видающий успех, его надо докопаться до него. Пожалуйста, внимание обратите. Это похоже на это. Надо докопаться до него. Надо очень глубоко докопаться. Легко не удается. Ничего ценного в этом мире легко не удается. Не верьте в это. Это действительно так. Но когда ты не сдаешься, докопаешься, дойдешь до конца, ты реальные результаты добываешься. Реальные результаты.